Добрый день, многоуважаемые жюри и участники конференции «Науки юношей питают». Меня зовут Колодезников Айтал. Я ученик 7 класса Мирюмской юношеской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева. Разрешите представить исследовательскую работу «Инстаграм. В чем польза?». Актуальность работы заключается в том, что в социальных сетях зарегистрировано уже практически все человечество. Цель нашей работы – выявить положительное или отрицательное влияние Инстаграм на людей. Для достижения цели перед нами поставлены следующие задачи. Первое – это изучить теоретический материал. Второе – провести эксперимент в сети Инстаграм «Личный опыт» и найти полезные страницы для школьников. И третье – сделать выводы по результатам исследования о влиянии Инстаграм. Объектом исследования представляемой нами работы является отношение людей к Инстаграм. Гипотеза. Инстаграм больше приносит пользу, чем вред. В работе была использована анкета про отношение людей к Инстаграм. Проведен анализ и сравнение результатов, а также эксперимент в сети. Инстаграм – это одна из самых быстро растущих и быстро меняющихся социальных сетей. Является шестой по популярности социальной платформой в мире. Основные правила Инстаграм – это стратегия. Что будет фишкой страницы? Это идея, контент-план, целевая аудитория. Контент, фото, видео и хэштеги должны быть уникальными и с описанием. Для того, чтобы выяснить отношение людей к Инстаграм, мы провели опрос. Всего в исследовании приняло участие 41 испытуемых в селе Мандава в возрасте от 13 до 60 лет. Из диаграммы номер 1 мы видим, что 92,7 опрошенных являются пользователями сети Instagram. Большинство не отмечают негативного последствия. Из диаграммы номер 2 мы видим, что большинство респондентов сидят в сети 1 или 2 часа. Из диаграммы номер 3 мы видим, что большинство респондентов имеют меньше 300 подписчиков, а также что у большинства респондентов меньше 200 публикаций. Из диаграммы номер 4 видно, что больше всего респондентов подписаны на друзей. На родственников и знаменитостей подписано по 14,6%. Еще несколько респондентов подписаны на хендмейд, кулинарию и фотодизайн. Из диаграммы номер 5 можно увидеть, что большинство предпочитают смотреть сторизы и чуть меньше публикаций. Из диаграммы номер 6 мы видим, что респонденты больше всего времени в Инстаграм уделяют просмотру различных видео и читают новости. Для сравнения ответов на вопросы номер 9 и номер 10 результаты представлены в таблице. К негативным последствиям опрошенные выделили 7 пунктов. К положительному влиянию отнесли 10 пунктов. Таким образом, наша гипотеза о том, что Инстаграм приносит пользу, чем вред, подтвердилась. Для подтверждения проведенного исследования мною был проведен эксперимент, регистрация в сети Инстаграм и ведение страницы. Так я нашел друзей, с которыми давно не общался. Нашел полезные страницы для школьников. Подводя итоги, можно сказать, что поставленная цель исследования полностью достигнута. Изучив материалы по результатам наблюдений и личного опыта в сети Инстаграм, можно сделать вывод. В Инстаграме имеет ряд существенных достоинств. Это не просто хранилище информации, возможность общения. Лента формируется с учетом интереса конкретного пользователя. Для этого Инстаграм распознает фото, хэштеги и слова. Поэтому, если грамотно вести страницу, Инстаграм может стать очень полезным источником информации и средством обучения и самообразования. Спасибо за внимание.